Здравствуйте, в эфире телеканала «Грозный», программа «Новости». В студии Луиза Хатуева. Здравствуйте. Сила медведя и смелость волка. Чаборз не боится никаких преград. В любой местности он чувствует себя хозяином. Проходит через леса, реки и горы. В Чечен-Авто презентовали вездеход «Чаборз». Укрепить связи в области религии. Сирийская делегация провела ряд встреч, главное с Рамзаном Кадыровым. Признание в сети. Нам было очень важно показать, что в республике есть позитивное использование интернета, социальных сетей. Я думаю, что это у нас получилось. Определены лауреаты региональной интернет-премии. Как на самом деле живет Чечня? Ассоциация блогеров страны в Грозном. Пять лет прошло с очередного избрания Владимира Путина на пост президента страны. За него проголосовало большинство россиян. Эту дату на своей странице в Инстаграм отметил и Рамзан Кадыров. Глава региона написал, что последние годы оказались нелегкими, так как западные страны прилагают огромные усилия спровоцировать нестабильность в России. Но ни одна из мер цели не достигла. Также Рамзан Кадыров поблагодарил главу государства. Цитата: «Мы благодарны Владимиру Владимировичу за последовательную и твердую поддержку наших планов превращения Чечни в самый стабильный и развивающийся регион России. Чеченский народ желает Владимиру Владимировичу достижения новых успехов в деле служения родному Отечеству». Конец цитаты. В Чечен-Авто презентовали новый трехместный боевой баг. Он получил название «Чаборз М3» по многочисленным просьбам населения. Напомню, еще в феврале глава региона просил жителей республики придумать ему название. В итоге пришло более 5000 предложений. Машина разработана Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании F-Motorsport. В настоящее время ведется разработка и шестиместного вездехода. По словам конструкторов, по тактико-техническим характеристикам она превосходит зарубежные аналоги. На презентации побывал и Рамзан Кадыров. Подробности в следующем сюжете. Степи, пустыня, горная местность. Эту машину ничто не может остановить. Новый легкий тактический вездеход получил название «Чаборз М3», обладает высокой проходимостью и без проблем перемещается по бездорожью на больших скоростях. Первые модели армейского багги для спецподразделений изготовлены на Аргунском автозаводе. Автомобиль легко преодолевает любые преграды и имеет новейшее техническое оснащение. Может перевозить экипаж из 3 человек и груз до 250 килограммов. Проектировали багги российские специалисты. 95% ее комплектующих отечественного производства. Машина прошла испытания в самых тяжелых условиях. Для того, чтобы она могла ехать больше 100 км в час по бездорожью, то есть у нее должна быть очень крепкая ходовая, у нее должны быть очень хорошая подвеска, амортизаторы, пружины. Все это специально разрабатывалось, специально настраивалось. То есть мы не можем взять, там, например, от «Жигулей» поставить амортизатор, и это будет хорошо работать. Нет, это специально идут разработки, очень высокотехнологичные и с огромным объемом тестирования. На презентацию багги приехал глава Чечни вместе с соратниками. Выступил Даниил Мартынов. Он напомнил всем историю создания вездехода. В нашей стране прекрасно обстоят дела с производством тяжелой военной техники, танков и самолетов. Но в сегменте легких вооруженных транспортных средств, которые полностью отвечают современной концепции ведения высокоманевренной вооруженной борьбы, всю нишу заняли иностранные производители. Узнав об этом, Рамзан Ахматович сразу же дал поручение заняться разработкой и наладкой производства российского трехместного багги, который по своим характеристикам не уступал, а превосходил и был лучше, чем зарубежные образцы. И при этом производился из российских комплектующих на базе завода «Чечен-Авто» в городе Аргун, Чеченская Республика. Благодаря всемирной поддержке Рамзана Ахматовича на то, что в других странах уходило много лет и были затрачены несравнимо большие материальные ресурсы, мы смогли сделать в рекордно короткие сроки, наладить производство и собрать первые 4 полностью готовых к эксплуатации автомобиля всего лишь за полгода. И уже сегодня разрабатывается абсолютно новый, большой шестиместный вездеход, дизайн-проект которого вы можете видеть за моей спиной. Он должен стать самым совершенным, многофункциональным инструментом для решения различных тактических задач и полностью отвечать современным вызовам, стоящим перед российскими силовыми подразделениями.
Новые легкие вездеходы являются перспективным направлением развития деятельности Международного учебного центра, который по завершению строительства в 2018 году станет один из самых больших и современных центров для подготовки спецподразделений в мире. И сейчас мы можем с уверенностью говорить о запуске данного производства, как об историческом событии не только в рамках республики, но и России в целом. Ведь создав подобный инструмент для частей специального назначения, мы фактически задаем новый стандарт вооруженной борьбы, огромные перспективы и преимущества которого очевидно уже сегодня. Уважаемый Рамзан Ахматович, разрешите представить вам: сделано в России, Чеченская Республика, боевой багги «Чеборс». Кадыров же в своей речи отметил, что появление нового вездехода говорит об успешном развитии отечественного производства и промышленности. Приветствую вас на презентации нового тактического вездехода «Багги». Курс нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обеспечил динамичное развитие региона. Его реализация позволила нам добиться больших высот и достижений в самых разных отраслях, в том числе и в промышленности. Разработка и выпуск этого современного автомобиля является шагом вперед в данном направлении. Мы назвали его «Чабуарс». Такое имя для этой великолепной машины выбрано не случайно. Оно символично, потому что отражает качества, присущие двум почитаемым в народе животным. Ча олицетворяет мощь и силу медведя, а Буарз воплощает смелость и выносливость волка. Чабуарз не боится никаких преград. В любой местности он чувствует себя хозяином, проходит через леса, реки и горы. Я думаю, что бойцы и спецподразделения высоко оценят такой автовездеход. Новые багги Чабуарз поможет решать самые сложные тактические задачи. Благодарю всех, кто участвовал в реализации данного проекта. Еще в прошлом году Кадыров лично тестировал багги на полях Международного учебного центра сил специального назначения. Тогда глава Чечни высказал свои замечания и поручил доработать машину. Был увеличен немножко подъем, и здесь чуть более скошено для того, чтобы, так как эта машина в боевом исполнении, чтобы спецназовцу было удобно в каске и в бронежилете полностью быстро покидать машину и быстро в нее садиться. Также были чуть-чуть расширены сиденья. Кроме этого, был установлен дополнительный отсек под боеприпасы, под пулемет Калашникова, и разработана такая система, которая позволяет подачу вот таким образом. То есть она увеличена емкость здесь и запасной еще здесь находится. Кроме того короба, который находится с ним. Кроме этого, это у нас получается как разгрузка у спецназа. То есть также мы на нее сверху навешиваем все, что нам необходимо для выполнения задачи. В зависимости от того, какую задачу мы выполняем. Также вы поручали, чтобы при необходимости, для того, чтобы мы работали ночью полностью без света, чтобы дополнительно были закрыты все столовые приборы. Все это закрывается на специальные шпильки, чтобы мы могли ночью ездить полностью без света. Кроме этого, вы поручали, чтобы здесь было все закрыто у нас, чтобы пыльники, все вещи не портили, все это тоже здесь закрыто. Также еще дополнительно увеличен просвет, что позволяет нам сейчас проходить броды 80 сантиметров. Вы поручали здесь увеличить и усилить крепление под АГС. Оно увеличено, расширено специально для сотрудника, который сидит сзади, третий. И сиденье сделано более удобное. Что-то вот после того, как он 2 раза ударит, он не будет стрелять. Кроме того, Рамзан Николаевич, вы давали нам ценные указания по поводу, чтобы закрыть здесь пыльники, чтобы были закрыты амортизаторы. И у нас в той версии, как вы правильно сразу увидели, труба была не закрыта. И третий человек мог обжигаться, когда будут кочки или какие-то прыжки будут. Сейчас у нас все закрыто и труба опущена вниз. То есть не сюда, а вот вниз. Это специально тоже сделано для комфорта третьего сотрудника. Сейчас вот сюда что-то надо придумать. Мы сделаем такие мягкие подставки специальные, чтобы было есть. Вот в таком исполнении, Рамзан Ахматович, будет выпускаться машина именно с завода военного образца. То
То есть здесь абсолютно любая раскраска, то есть заказчик нам говорит, какие нужды ему нужна, в каком месте он будет использоваться, и мы, соответственно, уже делаем профессиональную покраску. Под горы, под лес, под горно-лесистую местность, под любую вещь у нас своя раскраска. Здесь еще дополнительно сделали усиленные трубы. При подрыве что-то еще там, то третий человек он не получит никаких травм, потому что вот эта труба она его спасает. Также, Рамзан Ахматович, был переработан полностью вот этот крепеж под пулемет. То есть, когда мы тестировали, он был не очень комфортный. Сейчас он очень удобный, он плавный, ездит в разные стороны, и пулеметчику, стрелку, то есть и спереди ему очень комфортно работать. Кроме этого, Рамзан Ахматович, доработан ремень безопасности профессиональный. То есть, если раньше он был трехточечный, то сейчас он пятиточечный. Это нужно для как раз второго человека, для стрелка. То есть здесь мы добавили, усилили вот этот вот ремень. Раньше его не было. Он делается таким образом. То есть одевается, если, допустим, активная фаза, то сотруднику можно не одевать грудные лямки, для того, чтобы максимально можно было в разные стороны отклоняться. А здесь он зафиксирован, то есть он не вылетит и никуда не денется. То есть, а так ему комфортнее гораздо более работать. Здесь же глава Чечни ответил на вопросы федеральных и региональных СМИ. Журналисты поинтересовались мнением Кадырова о новинке автопрома. Самая нужная машина для тех людей, которые выполняют самые сложные задачи. И я от начала до конца со всеми специалистами работаю в разработке, дополнении этой машины. Я как человек, который понимает сложности проведения специальных мероприятий в горной местности, где я участвовал. Эта машина мы предусмотрели вот так, чтобы решать все самые сложные задачи. И вот если у нас такие машины были бы, мы намного так можем, эффективно выполняли бы и были бы проведены спецоперации без потерь. И я считаю, что это дополнит наших спецподразделений. И первые партии машин мы закупим для нашего учебного центра. И плюс еще закажем, потому что такие машины нужны для России, нужны для иностранцев тоже. Были очень заинтересованы, хотели с нами, так сказать, стать компаньонами. Это наш товар, наше производство. Я думаю, что она будет помогать нам в решении поставленных задач. Рамзан Ахматович, а может Чаборс поступить в серийное производство? Если да, то когда это произойдет? Мы уже первый выпуск сделали. Уже насколько будет заказы, настолько у нас будет выпуск. Уже есть заинтересованные подразделения, которые хотят закупить такие машины. И я думаю, что насколько востребованность будет, настолько мы готовы выпускать. А как вы считаете, может эта техника использоваться в борьбе, выполнять боевые задачи, например, в Сирии или там регионах? Вот сейчас как раз в Сирии они нужны. Именно в Сирии они сейчас нужны. Потому что вот где-то на горах где-то кто-то сидит там, достать его практически невозможно бывает. А можно, есть бывают пути, которые сзади можно, с окольными путями заход. Вот. Эта машина как раз будет помогать. Почти там все местности заминированы. И на бронированных БТРах, там, КАМАЗах ты не доедешь. Там 2-3 человека там вышел, поехал, свое задание выполнил и приехал обратно. Это как раз там необходимость присутствовать уже. И я считаю, что как увидят там командование всех подразделений, они будут заинтересованы в получении таких хороших машин. У вас есть замечания по качеству? Сейчас пока у меня было замечание 19 было, у меня замечание в начале. Так точно. Вот сейчас пока нет. Буду кататься, сам лично посмотрю, там, если что-то не то будет, обязательно буду доделать. Кадыров вспомнил и личный боевой опыт. По его словам, раньше, когда он вместе с соратниками с оружием в руках боролся за мир на чеченской земле, таких условий не было. Я мечтать не мог о таких машинах. Когда мы начинали, у нас практически возможностей никаких не было. Единственное, у нас был правильное направление и впереди Ахмад Хаджи. Вот.
И это нас заставляло там идти, так скажем, на верную гибель для того, чтобы спасти народ, государство. И сегодня у нас самая лучшая техника, самое лучшее оружие, самые лучшие бойцы. Вот из сегодняшней ситуации, если была бы там в 99 году, мы за год закончили бы полностью все. А сейчас мы развиваемся, мы знаем, насколько необходимость. И мы только начали думать, что могут быть такие машины и помощники тебе, знаешь, вот, и поэтому мы помогаем тем ребятам, которые служат днем и ночью, стоят на защите нашего Отечества, чтобы они достойно, без потерь выполняли любые задачи. Вот. Я мечтать не мог. Если мне сказали бы, что у нас такая техника и оружие будет, я, по-моему, летал бы от удовольствия. Разлан Ахматович, последнее. Вот наращивание военной мощи не говорит же о том, что обстановка этого требует? Ну, мы же видим, как НАТО наращивает свои военные возможности, как Запад давит через военную мощь на нас и наглую там, несмотря на то, что страдает 150 миллионов населения, давят санкциями и ложью. И поэтому мы должны наращивать военную силу для того, чтобы они понимали, что через, в первую очередь, я как глава региона говорю, что через Чеченскую республику больше у них не получится даже мысленно думать, можно развалить суверенное государство России. Что мы первым выйдем и дадим не только отпор, мы, так скажем, как никто пострадал за эти военные годы. Народ, республика, и мы знаем цену мира, и мы знаем цену войны, поэтому мы будем готовиться к войне, чтобы никогда не воевали, чтобы никогда не были войны. И если вдруг, то мы по духу войны. Тогда рядом качественная техника, военные там составляющие не мешают всегда. Поэтому я как пришел в эту, так скажем, политику как воин, я остаюсь быть воином. И я люблю это мое дело, я этим живу. А наш багги лучше, чем израильский Зебра? Самые лучшие багги. Они потом сами специалисты скажут. И истории напишут. Здесь же Рамзан Кадыров пообщался со специалистами, которые участвовали в разработке Чабуарза М3. Наш главный конструктор. Великий человек, да. Как ты? Счастлив, С вашей помощью все получается. Счастлив, да? Да, я очень доволен. Это действительно огромный шаг и для нас, и для республики, и для завода, и для России в целом. Это огромный шаг. И главное то, что с вашей помощью сделано действительно в кратчайшие сроки, без проволоки, без всяких там долгих обсуждений и так далее. Надо, делаем все. Вот так у нас. Конечно, Владимир, старший производства, готов переехать к нам с семьей, чтобы полностью на заводе работать и заниматься вместе с Наша бригадой. общая родина, Россия. Какая разница, где будешь, в каком регионе. Спасибо. Согласен. Сегодня были презентованы 4 модели багги. Одна из них станет настоящей находкой для путешественников и любителей активного отдыха. Гражданская версия у нас уже без верхней дуги, потому что мы планируем в такой комплектации, это двухместная машина. Сзади мы уже дали поручение нашим конструкторам, чтобы они разработали здесь такой фургончик для охоты, для рыбалки, чтобы можно было здесь вот поставить. То есть он уже предназначен для активного образа жизни, рыбалка, охота, какой-то экстремальный спорт. У нас огромная, большая, красивейшая территория, именно горная, которую мы по вашему поручению сейчас осваиваем, делаем новые маршруты. И вот эта машина для наших путешественников, для туристов, она просто будет крайне необходима и позволит им новые горизонты вообще открыть. Да. Мощнее, чем все аналоги, в 2,5 раза. Да? В 2,5. Причем все аналоги, что американские, что там Израиль, у них все запчасти от квадроцикла. А это уже сразу качество гораздо более низкое. У нас же здесь именно сделано все под этот тип транспорта. Как Чабуарз, Рамзан Ахматович? Как настоящий Чабуарз. У нас конкурс был, да? Да. Вот мы объявили, да. Ну, вначале я сам подумал, да, назовем его Чабуарз. Потом все равно решили спросить, да. Ну, большинство все Чабуарз, да, дали имя. Потому что
медведь и волк. Более 5000 писем было обработано. Да. И все, ну большинство там, все там, Чабуарс, давай, Чабуарс, 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 Чабуарс. И так мы называли Чабуарс. Это уже бренд. Бренд, да, уже у нас. Маяк самый лучший в мире, Бибулатов, Чабуарс. И машина, баги у нас Чабуарс. У нас как в народе, Чабуарс, ЮАР, Чабуарс, да. Почетный первый выезд на машине попросили совершить идейного вдохновителя Рамзана Кадырова. Первая партия вездеходов Чабуарс М3 будет закуплена для Международного центра сил специального назначения в Гудермесе. Кадыров сообщил, что к нему уже проявили интерес в Министерстве обороны и Национальной гвардии. Рамзан Керимов, Булат Баканаев, Джамал Илхаджалиев и Зелим Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Как на самом деле живет Чечня? В Грозный приехали представители Всероссийской ассоциации блогеров. Гости намерены рассказать в социальных сетях о развитии региона во всех сферах деятельности. С ними в неформальной обстановке встретился Рамзан Кадыров. Подробности у Седы Сапаровой. Как вы? Эти рукопожатия словно очередное доказательство. Руководство Чечни открыто для диалога, причем временных ограничений нет. Появление Рамзана Кадырова стало настоящим сюрпризом для делегации блогеров. Не каждый день есть возможность встретиться с руководителем субъекта и за ужином поговорить о том, что действительно волнует. Любовь к родине, по мнению главы региона, главное условие для тех, кто хочет жить и работать в Чечне. Национальность и вероисповедание значения не имеют. Сможет ли человек другой национальности, будь то русский, дагестанец, армянин, сделать политическую карьеру вот именно в вашей республике? Конечно, можно. Очень разные национальности работают. То в мэрии города, в администрации, в правительстве. Главное, чтобы был человек патриотом. Да. У нас в команде, вот Данил, мой помощник, работает, живет здесь. С ними еще сколько приехало? Еще 8 человек. Еще 8 человек с семьями приехало сюда, работают. Сейчас уже 12. 12, да? Все работают, все обустроились, там все хорошо. Главное, чтобы был человеком. Какой бы могли бы дать совет тем руководителям, которые не могут любить свой край, где они должны что-то сделать, все-таки ничего не делают? Главное, чтобы он любил народ. У нас общая родина Россия. Главная цель приезда, по словам самих блогеров, понять, как на самом деле сегодня живет Чечня. Слишком много противоречивой информации. Зато теперь, увидев настоящую картину, своим читателям они сумеют сказать правду. Встреча длилась почти 1,5 часа. Говорили о разном, от социальных сетей до политической обстановки в стране. В память блогеры преподнесли Рамзану Кадырову подарок – щенка японской породы Акита Ину. Никогда не бросается на детей. Она может охранять целый дом, даже если будет там 20 детей. Может запустить в огород кого-то чужого, при этом не пытается понять, чтобы не поняли, что собака. Она может сидеть, даже с места не шевельнется. А когда человек захочет обратно выйти, не даст. Порода очень умна, преданна, в первую очередь. И она очень любит, детей очень любит. То есть именно вы полюбите эту собаку. Она очень шустрая. Ну, приезжайте, если это чуть потеплее, то мы вместе поедем в горы. В республику представители ассоциации блогеров прибыли 28 февраля. За 4 экскурсионных дня гости успели увидеть самые живописные уголки Чечни – Кизиной Амы, Тумкали, Нихалоевские водопады и другие достопримечательности. Невероятная природа, завораживающие виды и непередаваемые эмоции. Судя по публикациям блогеров в сети, они еще долго будут под впечатлением. Очень красиво на самом деле. Такое место необычное, сказочное. Мы в восторге от ваших красивых райных мест, которые здесь вообще в целом у вас регион более чем насыщен. Таких других регионов не бывает, я не видел нигде, поэтому... Седа Сапарова, Дуних Абхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.
Укрепить дружеские связи и обменяться опытом в борьбе с терроризмом. В Грозном гостят делегаты из Сирии, в их числе министр вакуфов и исламских дел. Подробности сотрудничества с республикой обсудили на встрече с муфтием Салахом Межиевым и студентами Чечни. Лариса Джабраилова продолжит. Эта встреча больше напоминает визит давних друзей. Министр вакуфов и исламских дел Сирии Мухаммад Аль-Саид и муфти Чечни Салах Межиев обменялись памятными подарками, а после направились в мечеть сердца Чечни. Свое обращение к верующим гости Сирии начал с аята из священного Корана. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Мухаммад Аль-Саид поблагодарил Рамзана Кадырова, Салаха Межиева и весь чеченский народ за помощь, которая оказывается сирийскому народу. Он выразил надежду, что разрушенная террористами мечеть в Алеппо, благодаря поддержке фонда Кадырова, будет скоро восстановлена. كيف نرى هذه الأخلاق العالية الكريمة التي وجدنا الإسلام فيكم. قرسين عدوشت الغلة قش شجموه قحشنا. تغنطون جنق شجع بقل دوش دول إسلام دين. ونحن نرى فيكم أثر الأخلاق الإسلامية التي أرادها رسولنا صلى الله عليه وسلم. تغن شين شجع حدا كنشتخون شجع قش دول غلقش وغلقش دون ألجي إسلام دين غلقي لريتون شجع حق الشرقة دال إلشنو حخنيول دال إلشن لين دوش دول غلقش شجع دوق. Борьба с экстремизмом и терроризмом – основная задача всего исламского общества, отметил сирийский министр. И чеченский народ внес немалый вклад в эту борьбу. نختي موخ يغنيها دين بناش تو كيفر شيء موخ هلك بحكيتين قيت بتشعقينا الشيء نهبش موخ أتاحوا لنا. С самого начала конфликта в Сирии фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказывает поддержку сирийцам. Построены приюты, регулярно оказывается гуманитарная помощь мирным жителям. Сирия Рамзан Ашса мискашна андаш толго то дирду элдол штоло масжидул умави боштол алеппадол мәждик. تو بو بيري دوك حاستر تاغنا دنيا نشوحتو نخشي قوم دايتين دوشتولسي تو حال داخن دوشتولسي از بوخ بو از دولو чуман баркал элер ал шо ёлша лерин баркал ош беркан бут. Эта встреча между чеченской и сирийской сторонами далеко не первая. Здесь уверенные отношения между народами будут только укрепляться. Лариса Джабраилова, Зелимхан Закаев. Новости. Полную версию лекции министра исламских дел Сирии, которую он прочитал в сердце Чечни, вы увидите в понедельник в нашем вечернем эфире. Гости из Сирии также встретились с главой региона. Они поблагодарили Рамзана Кадырова за его благотворительную деятельность и всемирную поддержку нуждающихся. Подробности встречи в следующем материале. Встретившись с членами сирийской делегации, Рамзан Кадыров в первую очередь выразил соболезнования в связи с тем, что война в Сирии унесла жизни многих невинных людей. Министр вакуфов и исламских дел Сирии Мухаммад Аль-Саид в свою очередь передал главе республики приветствие от Башара Асада. Мухаммад Аль-Саид поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку, которую он оказывает сирийскому народу. تغن حال خانه يوشا تغن عطون تلاسرنا أسنا أسحونا خيا سيري بتشعفيرا أميرا كرت أخيرا وشوشو بتشعف ترخا سيري قوم ترخا أسنا حونا بركة دعشوا نسا أميرا بتشعفيرا سيري بتشعفنا سيري عدوش دوت قومنا عدين غير دوش دوتشو وجرا لينا نعبس لينا وبركة الآل وشتك عشت مفتي شيخ صالح حجي تنسى حقيقة مشوش آدم عاش ألف بعديتنا سيدي بعدين سجى حمو ورشة دشتلو الشيرة أشياء دق داخل دشتلو مردك أعتادي بعد لا سنة قاست بركة دخان قول بعن هدوم شاش هم بركة الآلرنا دان شرحة وينخل يشلو أهل السنة بيلقوا بشين خل يشر كونفرنسين قاستنا بركة الآلة تكفير أهلوا بالشجينا بأهنا ديري أجن صلى الله عليه وسلم سنة بيرك العبش بيلقوا بش
بقوا قوتي اللي بو ذا القرآن شو خرطو إيش بو خرطو إيش إشتشات يبقوا قوتي عقش عينش конференция قاستن بالكوزه. Гость также рассказал, что свой первый выезд из Сирии после того, как в ней разгорелся конфликт, он совершил в Чечню. حل عدو ديال شعبنا سيري ما رجح روش وشا شيبة شعب بشار الأسد ومحكر أردق شو دشتو دحل زيرك عشان نحكي جلاء اللي توت الدنيا أنا وشا شو عن شو بركل ال شو دحا عدين كم دشتو ديك لنا شيء محكر يوشو شو دين الخلية لقر علم شريعة غش ونشون استيج إنسان شو قاحية نحكي شو دين الخلية دين أروح يقوش كيف اللي وش حجر سيوق محتاج علم تعليل طبعا شاء سال حاجه نحكي شو شيء بار ما حاشيه دوزنت اذا جميله بعضه تخنا اسلام عالم ح يقبل لوخ الله يقبل غش لو من ريت دعوه استخدام دنيا اسلام نور دعوش تنبعنا نديل هي نديل على شو حال حيق لي دوش كيلو حليل دربان دوش سلاح رزق الوصول حدا شهيد ديلنا وغاز وتعديل أعمل حاجة يمش بحن بحن خير دوش دولو قلت لي خير دوش دولو كوك وهبستي كوك تكفير أهلهم كوك حدا سربيري تريد تان كوك شلقونا شيء محكا حصلنا سوي إشتاش حنانا إز ديك خلرنا جوه تيش الله خبر الحق عج أو ديك سجدو ديك خلر شاشتاشنا دوشية كمارش دوش شكل جدنا شو حافظ نيسان شو درجة نفسه أشياء حباك من خلبوش بولو نيق شوية مفتي دي حاوي شيخ أحمد سامي القباني وإذا ديريكتور ديبارتمنت بريلان بريليجي دمسكو تودي على شق دكتور شيخ خضر إذا بريجر دمسكو ديبارتمنت بريلان بريليجي هذا الشيء عبد الله هذا كرل تولنا كيجي شنو جيجر كوي تو بيدين أورا هي خمس بار جوش كيجي نقيت وش قيمة ريحة سودي حكي قال ديش وهاكر. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что справедливость в Сирии восторжествует. Он подчеркнул, Чеченская республика смогла победить терроризм, и наши братья-мусульмане по воле Всевышнего тоже смогут покончить с этим злом. Да, والله دي كانت عبد الدكتور تيشتو فايدني بوخ وغبش خوانش بعض عطرودي بوشتو دامو عدو مش متشاهل تساعد عطرودي بوشتو دون توابيشتو دراتونا ويدون ما هقلش تشكيوش دون خلبو ألف أنا سمعت دون وباش في وقت أنت صباح خلقوا دون شاء أدمو دون على دلوش دون ساعد دون وقت صباح تصير بيوخ اللي تقيز اللي دولو دوش بيونا عبوك شو دايلا إتبانا حال دولو الكوان حمصوا معهم وفايا مدومتنا سمعنا دامو أو خيدلوش دو جاور ما وصل ديدو تاكسون شو نبالك لا دون الماجي دون نتخي تون تو دبقوا يغن دون لا دون وإستيعب بوخ جيجر باش دي كده دون داخل أو مش تقدر دون وحائل دون أو إزدان ديش دون يلا سيك إتاليش إتالي ترى دون تقعد على المسلمين تارو يا كتير عباد لشو قنبو أمو المجد قالت تيرا تاما ديلني حال شو الخص إداعة تودو إداعة سيجو كاحد سيجا حدا وما بيلدش تنهما دام وراحت أمور الجروز نسان الخزي يضحو تيرو تاقلين تعرف أو خدي تعرف خرب أو تعامل كل شريعة يعني خزنا يلد بيلاس عاد سفور ما كل شريعة تاي خدمة ديزل دون تاي دو خدون تانا دون سجت تعرفوا ضاق والله بقول لا أشتغل نعم والله حوالي بشر أساسي بتشع ثاني إيش أمور مجد حدا إيش تشوت أحد أحد تاني وهو بيبقوا يتجع نعم والله. Гость отметил, что вместе с оружием идеологии и экстремизма должны противостоять знания об истинной религии. بوتين ثانية مجنرود تيرميز إيجيل الله جبهة النصر الله القاعدة الله ثانية دو حلق وضوء غير تشخلشي تعرضوا تاكتور استحالوش تنبولش أتونا خاول خردات يديني باسم الحكومة السورية أبرزوان عيوش علم عيوش سيستمي تحريك عيوش صلاة أربيسكي قدرس تعوش صدرس كلام كل الإسلام كل إيش عاربة تعش كحتى وابسلي سيستم دوكمنت تعمل شيء سيري تسأل شيء سيستم حا أبرزوان سيستم حا أز أو حاجة وشمدات كيما شتي بوش نشتي تانت نشتي تول يبي قدر دوش تريد من إكسترميزنا بحال بامبلبات بالنسبة ثاني يقول لي أحد عملت علما ثاني ندخل بيش مقصد بها القهوش مسألة شيء كثير عيوب آخر حاجة شو برنامج بابرتي وديش استبيز من التيريزم الرزويتي الرزوات مميز إساسي برنامج شيء أبوه بوت دعين
كيتش داكش هذا المغلحة سالح ثاني أوخا كتع وشة ويؤمن تكتجاه جاغي وش رزواتي وش أطلب الأسلحة يبغى هو بير بوشتاقة ورسي باتشاقة دين أرخل ثانية يبغى سعيد السيستم يوش سالحة شقا بيجي ويجر مثل الدنيا جاقي شقا باتشاق شقا هذا قطور بريس هنا بركة الأولشة أقصار أنا بركة الأولشة تغنى مجد جوحة إذن نشكا ناو شخت وأنا تجاه هيخم بشي أفتو باقرنا متعلم شبر عالم نعبر ديك نعبر حلو بيل شين جن قدرون شيء تجاه حاجة طريقة سبوح هيخم طريقة نقا هو قبول بيشتري شيء وزعم بشونا نخوب وخ وتب وخر بيزمالون وين بريس بيشمالون نعمل ولا عارفون تعدوا رمبا دحل ديك الخيط شو ده ما يشتهدوا أما يسمو لعبون علم خلش دون طول بسيط باقون ما تجاو إدينا دون أخذ طي كونسبسيل تخادون أخذ طي دون طي عم شو تعدوا بابيش خلش في شون خلش خيد كي خدوا دون أحسن شيء الذي يشتو مصر أول أخذ مفتيس دون سندون واخ بيكرر دون تعشي كويات يشتو ده أو تخيدوا جاوا عيدوا مصر أول دون استعمل وديش ناوس وديش تو تعمل على إيش بيع جنة زاد بعمل جلش من يلزمني خليل كعشو طلع يلزمني أخذ رجع ثاني ده قليل مقطعها تقضي دوغشة تعال شو نقولهم شو البيت يتسريتكم أطول إزجل شين جوحة أطوا بالشيء أطيل مصر شدها آخر تريز شيء مخك الشيء دعموها يأكل لفتوحة أزجل شين جوحة نقطة وحاملا من السيد الرئيس الشعب سوريا والشعب السوري. Сирийская делегация также вручила главе республики ценные подарки. تصور تقدر أو هر هو قران دومن هر قراننا زربني داقش زربني داقة أو شش أحد دوهرة شيء فتش هو أمر دينا إشتا كل قران دي التي أمر ثاني دينا دوشش روزن خلي عذر ده ثاني يوزن توخت أنا إشتا هذه نسخة خاصة ما شاء الله قولها فهي فخر الصناعات الدمشقية. هرا شيء دمشقي سلاد الشو وقر كل شو تجيها إشتا عش قبل دي غدا شاحين. شير دمشقي إذا جوا إشتا كيس قد بوخر. من سوق الحميدية أو من سوق الحميدية وهو حميدية أورشتا. نعم. شيرهم شوك بازل يفكر. جامع دمشق. من القصة أورشتا داشتال. هذه نيش أو من الشيء. ده مو على خد أولوش دهون خادم وليد عزير در. خدوا أولاد ده. نحن شكرا على أخلاقكم. شو غلقشنا برك الخيلشن شو كمر شلينا برك الخيلشن. الشيخ أحمد الحاج إن شاء الله غدا في ضريحه لنتبارك ونقرأ الفاتحة على ضريحه. إشتا شيء وش يجا مفتي سادة حاجة إشت برد نخنير شا برب خلش قا ثانية دانا أحمد حاجة كشت إفهتين سجع إشتنا قرآن أخا. Общаясь с гостем, Кадыров рассказал, что в Чеченской республике за несколько лет прочитали 200 миллиардов салаватов. Лично он прочитал 15,5 миллионов. Участники встречи также обратились к Всевышнему с мольбой о милости для всей мусульманской уммы. А после Рамзан Кадыров попрощался с гостями. Сирийская делегация изъявила желание прочитать до своего отъезда Коран у могилы первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. Аза Исаева, Лариса Джабраилова, Зелимхан Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской республики. Новости. Определились лауреаты интернет-конкурса «Признание». Это региональная премия за достижения в области высоких технологий. В нем приняли участие блогеры, чьи проекты были направлены на просветительскую деятельность в мировой паутине. Кто завоевал успех и признание в социальных сетях, расскажет наш корреспондент. 8 номинаций и много довольных лиц, в каждой по 3 победителя. В конкурсе «Признание-2016» приняли участие не только жители Чечни. В зале можно увидеть молодых и целеустремленных людей со всего Северного Кавказа. Для Исмаила Нагаева приглашение на церемонию награждения стало весьма неожиданным. Блогер ведет на YouTube свой канал, который называется «Только в Дагестане». Но на этом же канале с удовольствием рассказывает и про Чечню.
Признание, как говорится, пришло. Не скажу, честно, не было ожидаемо. Я просто попробовал. Канал тоже не несет как бы моей полной занятости. Это хобби. Мечеть из 4000 спичек и Хадижа Исмаилова победитель в номинации «Прикладное декоративное искусство». Девушка свои работы выкладывает в Инстаграм. Аудитория приличная, за ее творчеством наблюдает более 13 тысяч человек. Хадижа называет свое занятие увлечением, которое доставляет удовольствие, а с недавних пор приносит и доход. До этой мечети именно я работала 4 месяца. Я сейчас уже работаю на 3-й мечети. Это мечеть шейха Дини Арсанова. У меня и маленькие домики тоже есть. И, в принципе, на заказе я тоже любой проект могу сделать. Победителей наградили разными призами и дипломами, но больше всего участников радует сама встреча. Здесь они обмениваются идеями, которые еще предстоит воплотить в жизнь. Для любого творческого человека, а блогер – это, безусловно, человек творческий, очень важно находить таких же людей, как и он. Очень важно, чтобы его достижения, его деятельность была отмечена, представлена в тех же средствах массовой информации. И, конечно же, это важно. И здесь, именно здесь, и встречаются эти пресловутые творческие люди. Интернет-премия в этом году прошла уже во 2-й раз, и по словам организатора Исмаила Денильханова, сама идея ежегодно проводить подобный конкурс оказалась успешной. Заявки на участие в этом году прислали 200 человек. Внимание со стороны общественности и блогерства было очень высокое. Нам было очень важно показать, что в республике есть позитивное использование интернета и социальных сетей. Я думаю, что это у нас получилось. А вот Катерина Кан приехала поддержать друзей. Сама поэтесса первое стихотворение написала под впечатлением от посещения Чечни. С тех пор любовь к республике передает через строки. Трудолюбивый, искренний народ патриотизм свой доказал России. Мир в регионе крепнет и растет, и на Кавказе нет Чечни красивей. Величием твоим восхищена. Теперь я знаю точно, время лечит. Желаю процветания, Чечня, и новой жду с тобой душевной встречи. Специальный приз и самые громкие аплодисменты. Единственный проект, аналогов которому нет на Северном Кавказе, из присутствующих он не оставил равнодушным никого. Вот эта небольшая сокровищница Тамары Чагаевой. Удивительно, у женщины с читателями исключительно доверительные отношения. «Отпусти книгу» – так называется ее проект. Отпустить сложно, поймет любой книгоман. Но с книгами здесь не только расстаются, но и берут. Причем без читательского билета и тем более залога. Сегодняшняя победа для Тамары Чагаевой стала знаковой. Она совпала со Всемирным днем писателя. В прошлом журналист с большим стажем и автор книг Хайбах рассказывает, как появилась идея создания такого уникального проекта. Ее библиотека с каждым днем пополняется новыми экземплярами от благодарных читателей. Но книгам в этом небольшом помещении становится уже тесно. Услышала разговор двух студенток, которые попросили дать им 2 книжки для реферата домой, чтобы разрешили им взять книги домой. У них попросили залоговая сумма. Девочки говорят в ответ: у нас столько денег только на маршрутку. Я сама себе дала слово: будут у вас книги обязательно. По словам организаторов, конкурс – это поддержка и признание молодых специалистов в области IT и интернета. И судя по реакции блогерского движения Северного Кавказа, им это удалось. Участники уже в следующем году обещали удивить новыми достижениями, а организаторы расширить шорт-лист с номинациями. Элина Дадаева, Саид Ахмадов, Зельмхан Закаев. Новости. Хорошая новость для поклонников творчества Аймани Айдамировой. Уже сегодня в театрально-концертном зале состоится сольный концерт заслуженной артистки страны. Концертная программа станет подарком и для всей прекрасной половины. Приурочено мероприятие к 8 марта. Зрителей ожидает много сюрпризов. На репетиции побывала Тинатин Музашвили. Отточенные до мелочей движения и заученные концертные номера. На сцене проходят последние репетиции. Сольный концерт всеми любимой Аймани Айдамировой обещает быть фееричным. Я не часто балую своего зрителя, своего слушателя. И вот в этом году как-то решили порадовать наших женщин, матерей с прекрасным праздником 8 марта. Чтобы вы всегда были веселыми, чтобы всегда у вас в доме был уют, тепло и радость.
В концерте примут участие ярчайшие звезды чеченской эстрады. В их числе Ризавди и Шарпуди Исмаиловы, Рошана Алиева. Кроме того, здесь можно увидеть специальные номера танцевальных коллективов легендарного Вайнаха и Башлама. Помимо песен и танцев, зрители ждут юмористические номера. Организаторы готовят настоящий сюрприз. Мы не хотим еще открыть все свои секреты. У нас еще те песни, которые еще не слышал и не видел наш зритель, слушатель. Поэтому все сюрпризы будут тот вечер на концерте. Я думаю, что мы сумеем каким-то новым направлением удивить нашего зрителя. Вечер посвящен прекрасной половине республики. Насладиться праздничным концертом жители смогут 5 марта в 18:00. Зинатин Музашвили, Мансур Саев, Ислам Расуев. Новости. Битва за Кубок Ахмата. В Гудермесе прошел первый детский турнир по смешанным единоборствам. В нем приняли участие дети из разных уголков республики. В их числе и внук первого президента Чечни Ахмат Кадыров. Итоги поединка в следующем сюжете. Ребята, приехавшие в Гудермесский спорткомплекс для участия в первом в этом году детском турнире по смешанным единоборствам под названием «Битва Кубок Ахмата», показали высокую спортивную подготовку, а также настрой на победу. ММА считается довольно жестким видом спорта, и ребята друг друга не жалели. Дело в том, что бойцы были в специальной защитной экипировке. Среди участников один из сыновей главы республики Ахмат Кадыров. Поболеть за него пришли родные, братья и друзья. Стоит отметить, что юный представитель бойцовского клуба Ахмат давно занимается разными видами спорта, в том числе и ММА, и участвовал в различных соревнованиях. Высокий уровень подготовки он показал и здесь. Трижды ему приходилось выходить в октагон, и во всех случаях успешно. В итоге он не стал победителем. Geçebilir boyun. Tunne çok az yer jim sagandir. Sapyan gidiyor var. Ожидать не жуганdir. Дерем там спуганdir. Тренер победителя, а также главный судья сегодняшнего турнира, боец UFC Абдулкарим Эдилов, отмечает, что подобные соревнования будут проходить здесь регулярно. Важно, чтобы дети с раннего возраста приобщались к спорту. Победители получили специальные призы. Их вручал президент бойцовского клуба «Ахмат», в то же время и лиги WFCA Абузайд Висмурадов. Он поздравил юных бойцов и отметил, что участники не должны расслабляться, а неудачи – лишь повод работать над собой. Каждый бой должен укреплять дух и мотивировать к покорению новых вершин. Награждается за первое место Кадыров Ахмед Рамзан. Всего в октагоне было 10 схваток. Внутри круга бойцы казались непримиримыми соперниками, а после боев показывали пример настоящей дружбы. Второй подобный турнир, по словам организаторов, состоится уже в скором времени. Из Наур, Заурбеков, Магомед Ламаркаев и Ислам Расуев. Новости. Весенняя часть сезона российской премьер-лиги по футболу стартовала уже сегодня. Терек сыграет против команды из Уфы. Очки позволят грозненскому клубу попасть в зону Лиги Европы. В нем уже видят серьезного претендента на попадание в пятерку сильнейших. Магомед Ламаркаев продолжит. Зимние сборы позади. Уже вторую неделю футболисты Терека тренируются на запасном поле спорткомплекса «Ахмат-Арена». Команда к возобновлению чемпионата после долгой паузы подошла в самой оптимальной форме. Травмированных игроков в составе клуба нет. Выполнили все, что планировали, но, конечно же, полного удовлетворения никогда не бывает. И были огрехи, были моменты, которые не очень нравились. Ну, я думаю, что это нормальное явление, потому что если быть всегда довольным, то можно потерять бдительность. Много хороших, положительных моментов, но есть те, над которыми нужно работать и которые вызывают определенные опасения.
Вместе со всеми тренируются новички команды. Можно сказать, селекция в зимний период у Терека удалась. В клуб пришли игроки своих национальных сборных. Косовар Бернард Бериша из Анжи, на правах аренды словак Норберт Дёмбер и россиянин Магомед Аздоев из Рубина. Взяли Беришу, который добавит нам скорости, который добавит агрессии в игре. Его мы хорошо знаем. Понятно, что его нужно вписывать в нашу игру. В опорную зону мы тоже долго искали игрока. Взяли Магомеда Аздоева. Пока на сегодняшний день сказать, что он 100% вписывается в игру, сказать нельзя. Но видно, что он делает все возможное от себя, старается. И взяли защитника Гьомбера, которого знаем неплохо. 2 года назад мы хотели его еще приобрести. В зимний этап подготовки к чемпионату России Терек провел 3 сбора в Турции и Италии. За это время они сыграли 11 товарищеских матчей с соперниками из разных стран, в которых 3 завершились победой и столько же раз сыграли в ничью, а также 5 поражений. Было очень 3 тяжелых сбора. Очень много проделали работу на ней. Очень хорошо подготовились к чемпионату. Были хорошие спарринги. Может быть, чуть-чуть неудачные, но, надеюсь, удача повернется к нам в чемпионате. И все у команды будет хорошо. Символическим стало возвращение в команду, хоть и на правах аренды, полузащитника Магомеда Аздоева. Игрок сборной России свою профессиональную карьеру начал именно в этой команде. Он отмечает, что новичком в Тереке себя не ощущает, так как здесь много знакомых и друзей, и поэтому быстро адаптировался в новом коллективе. Всегда приятно возвращаться туда, откуда ты начинал большой путь. Времени прошло много, но нет такого, что я себя чувствую новичком, потому что много знакомых. Я адаптировался с первого дня, и я готов сразу выходить и бороться за команду. Я думаю, сейчас стадион будет всегда заполнен, потому что будут приезжать еще больше людей с Ингушетии, болеть за команду. Они всегда болели, просто не всегда получалось приезжать, но я сейчас буду делать все возможное, чтобы они приезжали еще больше и на каждый матч. После 17-го тура Терек расположился на 4-й позиции турнирной таблицы РФПЛ. Если раньше в средствах массовой информации говорили о нем как о крепком середняке, то теперь видят в чеченской команде серьезного претендента на попадание в первую 5 сильнейших этого сезона. В связи с удачным выступлением команды в осенней части чемпионата, естественно, было большое внимание приковано к футболистам и команде со стороны как электронной прессы, так и пишущей. И очень много запросов на интервью с футболистами. В команде, как известно, есть игроки сборных своих стран. Ежедневно мы получаем запросы от федеральных СМИ и зарубежных. Стараемся по мере возможностей оказать содействие и давать интервью. С возобновлением чемпионата футболисты будут играть вот с этим новым мячом с символическим названием «Красава». Он специально изготовлен для Кубка Конфедерации, который будет проходить в России уже в этом году. Если честно, мне как любителю трудно определить, есть ли разница между этими и другими мячами. Но профессионалы уверяют, разница есть. Впервые игра с этим мячом проходила в Грозном. Он использовался в матче сборных России и Румынии 15 ноября. По задумке создателей, узор на его поверхности содержит элементы ярко-красного цвета, которые ассоциируются с Россией, а структура состоит из инновационных секций, которые обеспечивают оптимальную поверхность с улучшенными свойствами сцепления. Терек в этом году проводит свой лучший сезон как по игре, так и по набранным очкам. Если и впредь так продолжится, то ему вполне под силу попасть в Лигу Европы, уверены и эксперты. В целом уровень чемпионата России по футболу он повысился. У нас были гранды, да, до сих пор. Это ЦСКА, Локомотив, Зенит, Спартак и так далее. А сейчас у нас есть Краснодар, сейчас у нас есть Ростов. То есть общий уровень чемпионата очень высокий на данный момент, мы должны это признать. И еще более радостнее нам от того, что Терек не теряется в такой ситуации и является крепким соперником для каждой команды. Это Терек, это клуб, который претендует на Еврокубки на сегодняшний день, борясь против таких очень сильных соперников. Мы не первый сезон наблюдаем, в концовке осенней части Терек теряет слишком много неоправданных очков, можно так сказать. Видимо, где-то физически устает команда, где-то ресурсов не хватает, потому что мы знаем, что не самая длинная скамейка у Терека, как принято говорить. Сейчас остается 13 матчей, не так-то много,
И вроде бы усиление есть, причем такое качественное. Но Терек как минимум будет бороться за попадание в Лигу Европы. Свой первый официальный матч в этом году Терек проведет в Грозном против Уфы. 4 из 5 предыдущих игр между ними в чемпионате России завершались победой грозненского клуба. В том числе в первом круге текущего розыгрыша он победил в Уфе со счетом 3-1. С особым нетерпением старта весенней части премьер-лиги ждут и болельщики. Стоит отметить, что стадион Ахмат-Арена является одним из самых посещаемых в стране. Посещать еще Ахмат-Арен. Даггарвай, царн, толам бахпер боэл. Тяша дупел. Продвигаться, det är normalt att du har stått där och la Liga Europa och då. Группе det gör. Один стегод, один да матч хау смысл стадионе уч. Терек массу матча ушадут. Тереком болеет дяшду. Я часто посещаю их игры. В последнее время мне нравится, как они играют. Очень болею за команду Терек. Приезжаю на их матчи в Грозном, смотрю, как они играют. Поддерживаю их всегда на каждом матче. В полном порядке и поле, на котором грозненцы проводят свои матчи. За качеством газона следят специально подготовленные люди. А сама арена в состоянии хоть сегодня принимать футбольные турниры любого уровня. Стадион чемпионат мира, на все необходимые требования постоянно соблюдать. Кичи дардон, хинти вай уйфа юдол хадам мулах цель требований, чтобы не изучу хоушуэна в плане безопасности самое главное в стадион, да, в плане безопасности на ведущих ролях люди России и не только, остальное технические моменты это для нас быстро поправимое дело, да еще что-то. Но удастся ли Тереку сохранить свое место в турнирной таблице, станет известно уже завтра. А в случае успеха Уфы команды будут иметь равное количество очков. Магомед Ламаркаев, Мансур Саев, Булат Баканаев и Ислам Расуев. Новости. Сообщение от мэрии Грозного: из-за строительных работ с 23:00 5 марта до 23:00 6 марта большая часть города останется без воды. Список населенных пунктов вы видите на экране. Это центральная часть столицы, центр Ленинского и нижняя часть Октябрьского районов, микрорайоны, поселки Калинина и Войково. Это последняя новость к этому часу. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.